Без крыши над головой могут остаться 6 семей крымских татар, которые 15 лет живут на массиве Алчах Судакского района. Против безоружных жителей поселка сотни автоматчиков. Подробности в нашем сюжете. Сотни вооруженных силовиков, ФСБшники, краны КАМАЗы уже готовы сносить жилые дома крымских татар. Сносу подлежит 6 домов и рынок. Поддержать соотечественников на улицу вышли около 150 крымских татар. Под бульдозер должен попасть и дом Рухи Ибрагимовой. Живет вместе с семьей на массиве Алчак с начала 2000-х. В 2006-м местная администрация сдала в аренду уже застроенную землю на 49 лет бизнесмену Александру Пилишину. Ну вот если человеку выделяют землю, и он приходит и видит, что здесь стоят объекты, человек должен обратиться в город и сказать, что вы мне выделяете, когда там люди живут уже. А зная вот это все, человек пошел на такой компромисс. И всегда вот угрожает в том смысле, что я вас снесу. Судиться за землю начали еще при Украине. Тогда апелляционный суд вынес решение о сносе этих зданий. Местная власть его не выполнила. Уже в период оккупации судакские депутаты отменили договор аренды с Пилишиным. Он пошел в суд и выиграл дело. Сегодня стороны конфликта встретились в администрации города. Встреча происходила в присутствии главы администрации города Судака, представителей прокуратуры, службы судебных приставов и полиции. Стороны договорились о переносе решения сроком на 10 дней. 76 миллионов. Он посчитал, что за 10 лет сколько должна была быть прибыль у него, сколько эти дома, гостиницы дают прибыль, магазины или там что, я не знаю. Вот 76 миллионов. 6 человек должны заплатить. Мы все пенсионеры и просто мы не имеем такой возможности. Крымские татары уверяют, готовы платить за землю в городской бюджет, но не смогут удовлетворить желание бизнесмена. От Александра Пилишина ждут пакет документов, с которыми ознакомятся их юристы. Эльвина Сидбулаева, Наталка Калинка, Заман, АТР.